Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, почему водитель УАЗа, увидев переходящую дорогу женщину, не остановился, а только увеличил скорость. Она посмотрела, на дорогу вот так вот, видела меня. Женщина скончалась на месте. Покажем конфликт двух мужчин у центрального рынка. Испугался, что ли? Ты как мужчина-то не встал. Давай. Ты не можешь, ты? Один считал, что прохожий делал закладки с наркотиками, второй не понял, почему на него бегут несколько разъяренных человек. А также прения сторон в деле об убийстве мужчины на проспекте Чулман в Челнах. Я считаю, что такие люди, как подсудимые, вообще должны отбывать срок за содеянное пожизненно. Это и не только. Прямо сейчас. 56-летняя женщина скончалась сегодня утром в результате наезда, переходя дорогу по пешеходному переходу в Нижнекамске. И она сама, и сбивший ее водитель друг друга видели. И оба после этого только увеличили скорость. Я ее видел, я ехал, где вот этот карман стоит, там ехал. Она посмотрела, на дорогу вот так вот, видела меня. Я думаю, она меня видит. Друг друга видели, но никто не уступил дорогу. 27-летний Анатолий говорит, подумал, что женщина пропустит транспорт и увеличил скорость, чтобы побыстрее проскочить зебру. Карман проезжал, и вот как раз она перебегать начала. Судя по повреждениям на машине, столкновение с пешеходом было сильным. Остаться в живых не было шансов, констатировали врачи. 56-летняя женщина скончалась на месте. Произошло это рядом с поликлиникой, поэтому медперсонал явился на место ДТП буквально через 2-3 минуты, но практически сразу констатировали смерть. Поэтому травмы предварительно были несовместимы с жизнью. На месте работает следственная оперативная группа, все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются. К слову, на момент наезда светофор у поликлиники мигал желтым цветом. Переход считался нерегулируемым, и водитель был обязан пропустить женщину. Сирина Сахапова, Вера Муратова, Булат Абдульманов. Вызов 112. Водитель «Лады» погиб, не справившись с управлением в Аксубаевском районе Татарстана. По предварительной версии, он не выбрал безопасную скорость, вылетел с дороги и опрокинулся в кювет. Автомобиль после кульбитов получил значительные повреждения, но жизненное пространство для водителя было. Но мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, его просто выбросило из машины. Полученные им травмы были несовместимы с жизнью. Он скончался на месте. 28-летний водитель «Лады» Калина серьезно пострадал в результате столкновения с «Ауди» на улице 2-я Тихорецкая. Автомобили двигались навстречу друг другу, оба на зеленый. Но водитель «Лады», разворачиваясь, должен был пропустить едущий прямо встречный автомобиль. Удар был очень сильный. Отечественный автомобиль развернуло, иномарку выбросило с дороги. «Ауди», пробив забор, остановилась на газоне. Дышал там, пытался шевелиться, да? И он начал туда положил? Да. После аварии водитель «Лады» был в сознании, но встать не мог. Медики приехали быстро и госпитализировали пострадавшего. Куда увезли, тоже не интересовались? Слушай, я, если честно, сам немножко в шоке пребываю, поэтому я ничем не интересовал. Травмы, полученные водителем «Лады», могли бы быть менее серьезными. О своей безопасности он не позаботился сам. Он не пристегнутый был, и он так развернулся, что он мне просто шансов никаких. Водитель «Ауди» ехал по улице Тихорецкая в сторону проспекта Победы. Двигался на зеленый. Видел, как встречные автомобили разворачиваются. Моргнул фарами, предупреждая об опасности. Но «Лада» все равно выехала прямо перед самым капотом. Я оттуда ехал в зеленый. Он здесь стоял на поворот, перекинские Рио, что ли, была. Она развернулась, и мне так притормозить немножко пришлось, вот там, вначале. Я считаю, моргнул пару раз, чтобы больше никто так не делал просто. То есть они разворачиваются на боке. И я еду где-то вот уже вот в этом месте, где автобус. И он просто вот тут вот разворачивается передо мной. Я об него ударился, его закрутило, а меня просто вынесло. У меня все подушки бахнули, я там уже ничего не видел просто. Один был? Да. Физически не пострадали? Да, не знаю. Вроде морально так. Нет, правда, обращались, заходили? Нет, я нормально себя чувствую. Водитель «Ауди» в аварии не пострадал, разве что немного ударило подушками безопасности. Ущерб на месте оценить не смог, это будут делать эксперты. Виновным в произошедшем считает водителя «Лады». Автоинспекторы с ним согласны. И если страховых выплат не хватит на восстановление автомобиля, то разницу владельцу отечественной легковушки, вероятно, придется выплачивать из своего кармана. Юлия Гоголева, Константин Бушуев. Вызов 112.
Подозрение в сбытии наркотических веществ переросло в потасовку и применением перцового баллончика минувшей ночью у центрального рынка. Охранник букмекерской конторы увидел, как на пустой территории рынка у прилавков прохожий что-то фотографирует. Решил, что он спрятал наркотики в тайник, и с товарищами сами решили задержать наркосбытчика, не вызывая полицию. Нетрезвый мужчина, увидев, что на него бегут несколько человек, защищался как мог. Глаза перцем обрызнулся. Все просто. За несколько минут до этого он во все глаза смотрел, как незнакомый ему прохожий мужчина на пустой территории рынка на улице Тукая у прилавков что-то фотографирует. Решив, что незнакомец сделал закладку с наркотиками и снимает ее место с координатами, решил пресечь противоправную деятельность, но вместо полиции привлек к себе на помощь товарищей. Вот Железки что-то фотографирует. Мы начали его преследовать, получается. Побежали за ним. Он остановился. Просто метровый перец там распылил в глаза. У нас обрызгал перцем, получается. Мы вот так глаза прикрыли. Он побежал вокруг рынка. Можем зайти на работу. Там все подтвердят. Он побежал вокруг. Мы за ним сюда бежим. Здесь непосредственно находятся сотрудники ДПС. Мы к ним подбегаем, получается. Его останавливают. Все, задерживают, получается. Преследуемый не понял, что произошло. Увидел, что на него бегут несколько мужчин. Оставалось только обороняться, что он и делал. Остановился, только добежав до автоинспекторов, рассудив, что в их присутствии он в большей безопасности. Испугался, что ли? Че как мужчина-то не встал? Че, ты не можешь, ты? Да ты стоишь сейчас перед полицейским. Че бежал-то так быстро? А? Что-то не запрещено, может, у тебя есть с собой? В отношении задержанного составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Запрещенных веществ при нем полицейские не нашли. Вероника Гайнудинова, Константин Бушуев, вызов 112. Пострадавшая сторона просила о пожизненном лишении свободы. Запрос обвинения был чуть помягче. Защита же уверяла, подсудимый, если виноват, то не настолько, чтобы на десятилетия лишать его свободы. В идеале лет на 6. Сегодня в Верховном суде прошли прения сторон по делу Алмаза Маликова, обвиняемого в жестоком убийстве сожителя его бывшей жены на проспекте Чулман. В Челнах на глазах множества очевидцев. Я считаю, что такие люди, как подсудимый, вообще должны отбывать срок за содеянное пожизненно. Она считает, что следствие полностью доказало и убийство с особой жестокостью бывшим мужем ее сожителя Егора Бабенко, и покушение на ее саму. В деле есть записи телефонных разговоров с угрозами и переписки в мессенджерах, где подсудимый прямо говорил о своих планах, которые потом и стал осуществлять. Также в разговоре слышно, как подсудимый после разговора с детьми четко проговаривает фразу: «Завтра я попрощаюсь с детьми и тебя грохну». Эту фразу он повторяет неоднократно, четко, абсолютно спокойно. 18 сентября 2020 года у клиники на проспекте Чулман он с топором, с бойцовским псом напал на мужчину и зарубил его прямо на глазах очевидцев. Потом с топором и собакой пошел за бывшей женой, которая спряталась в клинике, где работала. Сам утверждает, что цели убить у него не было. Поняв, что Егор мертв, он пошел в клинику с топором в руках и собакой. Маликову он убивать не хотел, шел к ней с топором и собакой с целью поговорить и передать денежные средства на день рождения дочери. Остановил его директор клиники с травматическим пистолетом в руках. Обвинение считает, что особая жестокость убийства доказана в полном объеме. Не отрицал этого и сам Алмаз Маликов на допросах. Но потом свое мнение он изменил. Защита считает, что ни о какой особой жестокости тут и речи нет, как о покушении на жизнь бывшей жены. Прошу переквалифицировать его действия с пункта Д части 2 статьи 105. Так как, по мнению защиты, данных о том, что Бабенко испытывал особые мучения и страдания при нанесении ему обвиняемым ранений в процессе лишения жизни, в деле не имеется. Защита считает, что подсудимый с учетом смягчающих обстоятельств заслуживает самого минимального наказания. Прошу суд рассмотреть вопрос о возможности назначения Маликову минимального наказания, то есть только по факту убийства Бабенко. По иным вмененным ему преступлениям прошу Маликова оправдать. Именно это и привело стороны к новому рассмотрению дела. Год назад Алмазу Маликову уже выносили приговор 10 лет лишения свободы. По части статей прошел срок давности. Обвинение тогда просило 19,5 лет. Приговор не устроил никого. Побои у него, простите за выражение, слетели. Угрозы убийства в 2019 году слетели. Угрозы убийства в 2020 году слетели. У нас осталось что? У нас осталось только убийство с особой жестокостью и покушение. В прошлый раз по покушению его вообще оправдали. Пожалуйста, осудите уже
по-человечески, нормально, так, как возможно, максимально по этим статьям. И, пожалуйста, дайте нам уже просто жить, и все. Обвинение, наоборот, сочло доказанным факт и жестокости убийства, и покушения на убийство Айгуль Маликовой, и просило суд не учитывать в качестве смягчающего обстоятельства наличие у подсудимого детей. Родительских прав его лишили. Путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определить Маликову к отбытию 21 год лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Последнее слово подсудимому будет предоставлено на следующей неделе. Вероятно, тогда же и будет вынесен окончательный вердикт. Юлия Гоголева, Наиля Абдуллин, «Вызов 112». Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.